По линии ОБЖ просто проводите эти занятия выездные. Не обязательно там все классы упаковать. Главное, чтобы занятия были. Безопасность превыше всего. Юнусбек Евкуров провел встречу с начальником регионального управления МЧС. Не вижу реально работы со стороны муниципальных образований. Да, дороги, все это делается. А работа с населением, а работа с нарушителями. Что творится на дорогах региона? О недопустимом количестве ДТП в Ингушетии говорили на встрече в Назране. Для наших сотрудников университета это будет хорошая подготовка к аккредитации. Они получат соответствующую информацию. Профиспытание для учебного заведения. В НГУ стартовал семинар госаккредитации образовательной деятельности. Мастер ингушского слова. В Национальной библиотеке прошел творческий вечер, посвященный 80-летию Исыка Дзоева. Завоевав призовые места на турнире столь высокого уровня, спортсмены вовсе не намерены расслабляться. И уже через 3 дня они отправятся в Краснодарский край. 1 золото и 2 бронзы. Ингушские вольники успешно выступили на соревнованиях в Брянске. На канале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Сегодня значимая дата в исламе. Мусульмане отмечают день Ашура, который приходится на 10-й день месяца Мухаррам по мусульманскому календарю. Ашура, особенный в исламской истории, в этот день было даровано спасение многим пророкам. Именно в Ашура Всевышний по своей милости принял покаяние пророка Адама, мир ему. В этот день Аллах даровал Нуху, мир ему, и его последователям, находившимся вместе с пророком на ковчеге, спасение от гибели в потопе. В этот день Аллах даровал спасение пророку Мусе, мир ему, и его общине. В Ашура Всевышний Аллах сотворил небеса, землю, арш, ангелов и первого человека, Адама, мир ему. Со священным днем Ашура всех мусульман поздравил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Цитата. «Хочу поздравить всех мусульман нашей дружной многонациональной страны с днем Ашура. В этот благословенный день желаю вам здоровья, радости, мира, благополучия и милости Всевышнего». Конец цитаты. Соблюдение основ безопасности в средних общеобразовательных учреждениях региона обсудили на встрече главы Ингушетии с начальником Главного управления МЧС России по республике Русланом Калоевым. Так, Ингушетия вошла в число регионов, где реализуется пилотный проект изменения по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» с акцентом на раздел «Первая помощь». Речь идет об внедрении раздела «Первая помощь» в программу основ безопасности жизнедеятельности населения, то, что преподается в школах. Этот раздел, он предполагает более углубленное изучение школьниками оказания первой помощи, значит, для пострадавшего. Для того, чтобы это организовать, нам, соответственно, нужно по программе развития образования, то, что школы строятся, включить в перечень оборудование закупаемого, то оборудование, которое необходимо для классов, чтобы там могли проводить эти занятия. Значит, 10 субъектов пилотных у нас уже по Российской Федерации они определили, в том числе по Северному Кавказу, это Ставропольская и Ингушетия, то есть мы там включены. Письмо соответствующее с оборудованием, с просьбой в программу это все включить, значит, от МЧС России на Министерство просвещения ушло. Единственное, сейчас, что, наверное, нужно, это, я уже с министром образования разговаривал, уже с нашей стороны, чтобы отсюда пошел туда звонок или какой-то представитель, чтобы он мог уже дополнительное финансирование при строительстве школы, при закупке этого оборудования, чтобы дополнительное финансирование истребовать именно вот для этих целей.
Юнусбек Евкуров отметил, что обучение основам оказания первой помощи и поведению в экстренных ситуациях как преподавательского, так и ученического состава является важным фактором для обеспечения безопасности наших детей в школах. Глава предложил на начальном этапе укомплектовать оборудованием мобильный класс, который можно будет использовать для обучения детей в различных муниципалитетах. Классический вариант что было бы? Там, как в советское время РАНО, в муниципальном образовании в одной из школ есть полное оборудование, и детей или оборудование к детям в школу возят, там занятия неделю разве, в школе проводят, неделю там занятия проводят. Там же эти занятия же не ежедневные, так? Нет, оно по программе ОБЖ, там в зависимости от того, какой класс. Поэтому там по линии ОБЖ просто проводите эти занятия выездные. Не обязательно там все классы упаковать. Главное, чтобы занятия были. А чтобы занятия были, группа собрала свое имущество, машина загрузила, приехала, развернула в классе, в школе, провела занятия и уехала. Там неделю там, они занятия проводят там, с детьми там, разных, там с какого года там, привлекают детей? 9 класса, кажется? Ну, там они, почему? Они из начальных классов там частично могут обучать. Но у нас, конечно, в основном старших. Какой вариант придумать? Как огородить не только детей, но и людей постарше от участившихся дорожно-транспортных происшествий? В решении этой проблемы к сотрудникам ГИБДД присоединились старейшины, главы муниципальных образований и сельских поселений, судебные приставы, а также активисты молодежи. Встреча прошла в актовом зале администрации Назрани. Поиск действенных мер для лихачей в репортаже Светланы Томовой. Ужасающие кадры с места ДТП и не менее страшная статистика. Только за последние 8 месяцев текущего года на территории Ингушетии зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 36 человек погибли и более 250 получили ранения. Особо хочу отметить следующую категорию нарушений, которые являются так или иначе причиной аварии. Это управление транспортным средством лицами, не имеющими права управления, лишенными права управления, а также находящимися в состоянии опьянения алкогольного и наркотического. В сумме своей 73 ДТП произошло вот за этот период. Это 50% ДТП. То есть каждая вторая авария произошла по вине водителя, который не должен был оказаться за рулем никак. Потому что не имеет права, либо лишен права управления, либо находится в состоянии опьянения. Чаще всего торопливые автолюбители совершают обгон, пересекая сплошную линию. Риск тут не оправдан. Даже эта маленькая спешка может стоить своей или чужой жизни. Но об этом, видимо, никто не задумывается. Главы сельских поселений сетуют, что на оживленных участках дороги возле школ никогда не видят патрулирующую машину госавтоинспекции. Ведь именно в таких местах и происходят наезды на пешеходов и аварии. Хотя бы для профилактики, когда-нибудь, неделю один раз, месяц один раз. Хотя бы, а нарушители все идут, на зеленую идут, на красную идут, люди, дети разбегаются, все это нету. Согласен с тем, что очень слабо организована работа на многих участках. Но надо понимать, что мы не можем реально выставлять моста важно, да, потому что у нас личного состава для этого никак нету. Тем более, что в прошлом году сокращение аварий, у нас там сократили огромные целыми заводами, сокращали людей, поэтому приходится, исходя из того, что у нас есть, даже посты сократили, думали, что мобильный наряд же не ехаем. Посты сократили, тут же взяли людей, сократили. Поэтому объективно, я абсолютно согласен с многими вещами. Секретарь Совета безопасности Ахмед Зейтов интересуется, достаточно ли тех мер, которые проводят главы муниципальных образований и представители ГИБДД по решению этой остро стоящей проблемы. Ведь различные профилактические работы необходимо проводить регулярно. Не вижу реально работы со стороны муниципальных образований. Да, дороги, все это делается. А работа с населением, а работа с нарушителями. Эти же люди живут у вас в населенных пунктах, в ваших сельских поселениях. Все, кто нарушает, все, кто совершает, потом дальше продолжает совершать правонарушения. Какую работу вы с ними проводите? Куда вы их вытаскиваете? Где вы их ставите на суд чести перед своими родственниками, перед своим тейпом, перед населением населенного пункта?
Представители судебных приставов на встрече отметили, что у них в производстве только за этот год находится свыше 150 тысяч материалов дел с различными нарушениями ПДД. Из них 82 тысячи уже отработали и взыскали 55 миллионов рублей. Несмотря на все предпринимаемые меры, с каждым годом количество нарушений и штрафов увеличивается, отмечают они. Однако наши правонарушители как нарушали, так и продолжают нарушать. Их не останавливает то, что каждый административный штраф, который возбуждается нами, идет у нас и своя мера действия на них. Это, например, такая мера, как исполнительский сбор. Например, штраф 500 рублей, установлен добровольный срок в соответствии с нашим действующим законодательством федерального закона об исполнительном производстве, если в течение 5 дней он не исполнен, выносится исполнительский сбор. Это 1000 рублей. То есть 10%, но не менее 1000. Это на физическое лицо. И 10 тысяч рублей на юридическое лицо. Потому что у нас есть такие нарушения, которые допускают автотранспорт, который чистит за юридическими лицами. Старейшины призывают молодежь республики вести себя, как и подобает настоящим ингушам. Ведь ЭСДИЛ необходимо показывать не только в повседневной жизни, но и на дорогах тоже, при этом проявляя уважение к другим участникам дорожного движения. То же самое касается и тех, кто часто бывает на свадьбах и ведет себя неподобающе. خلنا بعشت دوش مشكي سكرتش وديلت يا جاي سفر بجين كدولش سنة شنو هزدش قنا هزدش بعشت دولش تيبار بيزدش از دو قندر دريق سرازو تغن بين حدول دي أنا أشبق دات أما دي غير تديس ديس بوخ بيس آخر دق كل بوخشناه زعنقشناه قلناه بيرش استج ديخر دق وكيشنا بقول سخسلش بارات خل وين وقت بير وين لورد سبتش وين أخسق ولور ببات شيء من سجاها سجدات سقوط است أرح يحجز كيناهم بيبرس تان وه شيء مك حسب عن الله شيء مك لور ببيس قلنا لور بيرز لور بي حي ديزل لور بي حي دانا لور دي مخ لور بي مخ لورد سبتش وين لورد قصة قتيبة أرح سق لور ببات. Статистика аварий и смертей на дорогах ужасает. И чтобы сводки ДТП не поступали как фронтовые потери, каждому водителю необходимо соблюдать элементарные правила дорожного движения. По завершению встречи Совет Безопасности рекомендовал усилить работу как представителей муниципальных образований, так и сотрудников ГИБДД в этом направлении. Светлана Томова, Рамзан Зурабов. Новости 24. МАГАЗ стал центром обучающих тренингов. Сегодня в Ингушском госуниверситете свою работу начал семинар госаккредитации образовательной деятельности. Форум собрал преподавателей и экспертов различных вузов страны. Такая встреча в ИНГУ проводится не впервые. На этот раз есть нововведение. Теперь госаккредитация переходит в электронный формат, что существенно облегчит работу эксперта. Залима Ивлеева расскажет подробнее. Государственная аккредитация образовательной деятельности – это своеобразный экзамен для учебного заведения. Ведь только после успешного прохождения аккредитации вуз имеет право выдавать диплом государственного образца. С первых же слов приветствия принимающая сторона в лице ректора Арсамака Мартазанова вспоминает, как Ингушский госуниверситет проходил эти испытания. Насколько я могу судить, вы это знаете, по крайней мере, дают соответствующие положительные результаты. Это работа, все большее количество образовательных учреждения России входят в различные международные рейтинги и улучшают свои позиции. Но вместе с тем мы говорим о том, что очень важно сохранение и формирование соответствующей единой образовательной структуры. Наш университет дважды проходил аккредитацию, и должен сказать, что это очень напряженная и серьезная работа для нашего коллектива в течение целого года. Здесь возможность отработать соответствующие нормативы, укладывать соответствующие стандарты по этим образовательным основным проектам. И, проще говоря, все то, что составляет основу нашей деятельности. Этот тренинг запланирован как один из семинаров, которые пройдут осенью этого года по всей России. Ингушский университет предоставляет площадку для этого во второй раз. В нашем регионе подобное мероприятие уже проходило в 2015 году в научной библиотеке ИНГУ. Сейчас большой читальный зал опять заполнен гостями со всей страны. Представитель Росаккредагентства Игорь Алексеев подробно рассказал, с какими проблемами сталкиваются вузы СКФО. Перечень документов необходимых для обеспечения учебного процесса образовательной организации готовится в полном объеме. В этой части все уже давно знают, как, что, зачем и когда.
Но содержание стандартов во многом нацелено на подготовку специалистов узкого профиля, тогда как требования сегодняшнего дня предполагают многопрофильность выпускников, способных быстро адаптироваться в современных условиях. В зале нет случайных людей. В семинаре-тренинге принимают участие только аккредитованные эксперты Рособорнадзора, рекомендованные претенденты на это звание и представители вузов страны. Для того, чтобы иметь право выпускать студентов, им самим предстоит несколько дней просидеть за партами, изучая новые законы и правила. К примеру, теперь госаккредитация переходит в электронный формат. Эксперты уверены, это облегчит работу, однако сначала необходимо изучить новую систему, создать личный кабинет и привыкнуть к новшествам. Нам предстоит эта аккредитация где-то в феврале, в марте 2019 года, будущего года. У нас последний год сейчас. Вот как раз для нас это очень существенно важно, что данное мероприятие сейчас проводится на площадке нашего университета, и как раз и для наших сотрудников университета это будет хорошая подготовка к аккредитации. Они получат соответствующую информацию, обучение какое-то соответствующее, вопросы, какие их волнуют, они могут как раз специалистам задать. Здесь присутствуют ведущие специалисты Росаккредагентства, Рособорнадзора. Все изменения в законодательстве в сфере образования обещают сделать госаккредитацию более прозрачной, а значит повысить уровень качества образования. Это и есть главная цель подобных мероприятий. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Госдума приняла во втором основном чтении законопроект, которым устанавливается, что многодетные родители, чьим детям еще не исполнилось 12 лет, могут в приоритетном порядке выбирать удобное для них время отпуска. По словам спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, предлагаемые изменения в Трудовой кодекс призваны сделать жизнь многодетных семей комфортнее. Защита детей, укрепление семейных ценностей – приоритетные задачи, которые ставит президент России, и они должны находиться в центре нашего внимания. Герой нашего следующего сюжета входит в завидную категорию, кому возраст нипочем. Он человек военной выправки, занимал руководящие должности, ныне кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования, еще и отличный садовод. Все это в Эсенгире Танкиеве. Он вырастил детей, воспитывает 15 внуков. Прекрасно осознает, что по факту пенсионер, а вот по духу и согласно сегодняшнему расписанию до отдыха ему далеко. Репортаж Заремы Евлоевой. Весенгирею Хасановичу Танкиеву 77 лет. Осанка и выправка выдают в нем человека военного. Мужчина отдал службе более 30 лет. Секрет долголетия и молодости, по словам Весенгирея, прост – физический труд и любовь близких. У меня 15 внуков и внучек. У меня 2 сына и дочь взрослые, самостоятельные, живут, работают. И счастье их детей, этих детей и внуков тоже, наверное, продлевает мои годы. Ветеран ракетных войск родился 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны. Детство 40-х было тяжелым и голодным. Еще тогда он понял, что только знания помогут сделать жизнь лучше. После окончания школы Танкиев поступил в Грозненский педагогический университет. В 1962 был призван в армию, а дальше военная академия и блестящая карьера. Свою форму, уже полную медалей, он снял лишь через 32 года. Каждый человек в своей жизни стремится узнать что-то новое, испытать себя в чем-то новом. И вот это желание еще принести какую-то пользу своему народу, я имею в виду свою научную деятельность, раскрыть какие-то проблемы, описать какие-то события, изложить какие-то свое видение каких-то проблем, это приносит моральное удовлетворение человеку. Вернувшись на родину, он занимал самые высокие посты. 2 года проработал советником первого президента Руслана Аушева. Был министром по внешним связям Ингушетии. 12 лет замещал должность проректора Института экономики и правоведения. В его личной копилке регалий не меньше, чем медалей на кителе. Кандидат исторических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования России. Последние 7 лет он посвящает себя науке. Трудится Весенгирей Танкиев в научно-исследовательском институте Чаха Ахриева. За годы работы в НИИ написано более 30 научных статей по проблемам
обучение, воспитание студентов, воспитание детей, статьи, посвященные проблемам, касающиеся ингушской культуры, обычаев, традиций нашего народа. Военный, историк, политик. Казалось бы, в какую еще стезю потянет такую личность? Но и тут Танкиев удивил, рассказав о своем хобби. Еще одна гордость пенсионера – сад, выращенный своими руками. Клубника, 20 сортов яблок, слива, томаты и многое другое. Одной только вишни в этом году собрали 25 ведер, делится герой. Нам они в таком количестве не нужны, поэтому мы обеспечиваем всех своих родственников, близких, знакомых. Собираю, и я отвожу и на работу, и раздаю всем родственникам. Историк активно интересуется политикой в стране. Он трезво оценивает изменения в пенсионной системе России. Каждый из 85 субъектов Российской Федерации вырабатывают законы, будут приняты соответствующие законы, которые будут гарантировать людям, которые будут уходить на пенсию, то, что они не будут уволены раньше времени с работы, им будет гарантирована охрана здоровья предпенсионного, им будет гарантировано, это очень важно, ежегодное повышение пенсии в размере больше, чем инфляция. Все эти вопросы, конечно же, волнуют и наших граждан. По его словам, подобные изменения происходили во многих странах мира. И всегда к этим изменениям общество и само государство относились неоднозначно. Но Весенгирей Танкиев уверен, что происходящее в этом направлении сегодня положительно отразится на будущем нашей страны. Зарема Ивлоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. В своих произведениях он описывает глубину истории ингушского народа, особенности национальных адатов и тонкости кодекса чести. В Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева состоялся творческий вечер, посвященный 80-летию писателя, драматурга Исы Кадзоева. Почтить талант современника своим присутствием решили писатели, общественные деятели и студенты. Воспоминаниями из юности мастер пера поделился и с нашим корреспондентом Мадиной Пугоевой. С чувством, с толком, с расстановкой отрывки произведения одного из самых известных писателей Ингушетии звучат из уст читателей и коллег по перу. Так начинается творческий вечер, посвященный 80-летию Исы Кадзоева. На встрече, кроме многочисленных гостей, присутствуют студенты, которых знакомят с биографией и произведениями юбиляра. Подробный доклад об этом подготовила старший научный сотрудник НИИ имени Чаха Ахриева. Теплые слова звучат и от председателя Союза писателей Ингушетии. Приветственный адрес от ее имени зачитал литературный критик Хаважна Кастуев. Писатель, смущенный отзывами коллег, спешит поделиться с участниками вечера воспоминаниями с характерным ему чувством юмора и богатым словарным запасом. Начало творческого пути было нелегким, признается он. В то, что Иса Кадзоев когда-то станет классиком ингушской литературы, раньше никто и не думал. Пушкиным захотел стать яхрыш. Сохдилер. Цилка вот цичур. Тумарла яхрыш. Бах озер бар. Ливан яхрыш. Юрт ер. Цугона хатумарла яхрыш. Бах озер бар. Юрт каора юрт чуват. Вот мо хавлш. Шимбета цу озер лашкалилер сонахра эхитш. Эйс роман яхрыш. Цилка директор Иван Маркович Неделько яхрыш. Герой Советского Союза,
وارس داخل بريق شرحي أخوتني بيجوا وارس داخل حليات Его рассказы пришлись по душе молодым и тем, кто постарше. Продолжая диалог с юбиляром, студенты решили задать писателю несколько вопросов. В одном из интервью, которое вы давали грузинам или на телевидении, или в газете, вам задали вопрос, какую книгу вы бы хотели, чтобы перевели на грузинский язык. И вы ответили, что это, скорее всего, должна быть книга «Эжи Эрк», потому что в ней рассказывается о дружбе. Да. 1222 году первое вторжение монголов на территории нашей ингушской страны, родины. Общаясь с героем вечера, забываешь о времени. Его речь наполнена мудростью, жизненным опытом и полезными советами. Несмотря на свою тяжелую судьбу и внушительный возраст, Исаак Адзоев продолжает вносить неоценимый вклад в историю ингушского народа, не уставая повторять: о традициях и культуре нельзя забывать ни в коем случае. نياخ رز رحب شواريني الزمر يقول نياخ مهت رحب شواريني شعب إيصل بوخبص السد دي متحمس صدقني إيصل كمدار. Сулумбек Сагапшинский, «Ингуши», «Обвал над бездной» и другие произведения Исаака Адзоева доступны широкой читательской аудитории и пользуются успехом как в республике, так и далеко за ее пределами. Участникам творческого вечера представили часть работ писателя. Слово о писателе Исаака Адзоеве, книжка до выставки. Здесь книжка «Язон хочет хитяды», тут є очерк, статья. Слово автора «Язон хочет хитя», стихотворение и книжка. Звучат в стенах Национальной библиотеки и ритмы народных инструментов. Игра на гармошке пришлась по душе Исааку Адзоеву. Песню, посвященную ему, исполнила солистка Госфилармонии Зарема Калоева. Ведь не случайно говорят, человек жив до тех пор, пока память о нем не угаснет. Имя Исаака Адзоева уже давно стало бессмертным. Он оставил свой след в истории ингушского народа как великий писатель и как общественник, делавший все для своей родной республики. Мадина Пугоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Сегодня День рекрутера в России. Этот профессиональный праздник неофициально отмечает в стране уже более 15 лет. Рекрутеры поистине уникальные люди, ведь именно эта профессия сочетает в себе глубокие знания человеческой натуры, предприимчивость, стрессоустойчивость, аналитический склад ума, целеустремленность. В последние годы День рекрутера уже превратился в социально значимое событие, в ходе которого профессионалы кадровой индустрии делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда. Неотъемлемой частью этого праздника является проведение семинаров, консультаций по трудоустройству, круглых столов, лекций и пресс-конференций. Юнармия сближает будущих защитников Отечества. Сегодня в республику прибыла делегация юнармейцев из соседней республики. Изначально в планах были лишь прыжки с парашютной вышки, но наши ребята устроили гостям небольшую экскурсию по городу Солнца. Поднялись на башню Согласия и накормили вкусным обедом. Все в духе национального гостеприимства. Затем уже запланированные прыжки и встреча в Миннате. Подробности у Тамерлана Хамхоева. Юнармейцы остановились в первую очередь в городе Солнце. Это и неудивительно. Ингушская башня Согласия, символизирующая дружбу и единство, сегодня стала еще одним символом дружеских взаимоотношений нашей республики с соседями. Юнармейское движение набирает популярность по всей России, и такие поездки должны стать регулярными. Вначале гостей ведут на самый верх башни. 15 минут подъема без остановки. Ребята подготовлены физически. И вот вершина. Взору открывается весь Магаз и его окрестности. Ребята делятся впечатлениями. Поднялся первый раз. Я был еще в прошлом году, ездил сюда, в Ингушетию, военный лагерь. Мне очень сильно понравилось. Я бы хотел побывать в горах Ингушетии, тоже сравнить
с нашими горами. Далее экскурсия по нашей столице. Аллея Ахмад Хаджи Кадырова, аллея спортивной славы и другие точки для непродолжительной, но очень познавательной встречи с городом солнца. Следующая точка — Миннац Ингушетии. Здесь гостей уже ждут теплый обмен приветствиями, все неофициально, как и водится у настоящих соседей. От того, вот как вы будете сегодня себя вести, наверное, будет зависеть не только ваше будущее, но и будущее наших народов тоже. Поэтому мы сегодня очень рады вас здесь видеть и думаю, что после вкусного обеда и прыжки получится у них лучше, и настроение улучшится. Собравшиеся считают, юнормеец должен оправдывать свое высокое звание. Каждый из вас будущий защитник Родины, и поэтому вы должны расти в духе патриотизма, любви к своей Родине. Вы должны, вы как орлы должны, не как тюбетейки одевать. Береты от города должны, как у десантников. Ну и, наконец, конечная точка сегодняшнего маршрута – парашютная вышка. Разумеется, каждый хочет попробовать полетать хотя бы несколько секунд. Немедля в сопровождении инструктора ребята устремляются вверх. Еще несколько минут ожидания, и первый юнормеец пикирует вниз. Подобные встречи и поездки должны стать доброй традицией, уверены собравшиеся, и они приложат для этого максимальные усилия. В основном задумка была только, чтобы с вышки попрыгать, потому что у них нет парашютной вышки. Но так получилось, что подключились все. Мы и на экскурсии побывали, и обед для нас приготовили вкусный. Но такие встречи, вы знаете, они такая неформальная обстановка для наших детей. Это очень важно, чтобы они познакомились, пообщались. Конечно, такого рода мероприятия способствуют разностороннему развитию юнормейцев, наших детей, подрастающего поколения. Дети делятся своими впечатлениями, самыми положительными эмоциями. В завершении встречи ребята обменялись телефонными номерами, и уже совсем скоро юнормейцы из Ингушетии обязательно навестят своих теперь уже друзей из Чеченской Республики. Тамилан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Географический диктант пройдет в России и других странах 11 ноября. Его можно написать как очно, так и заочно на сайте diktant.rgo.ru. В этом году организаторы диктанта планируют изменить характер вопросов. Диктант будет состоять из 2 частей, каждая из которых включает 15 заданий разной степени сложности. Для оценки каждой из них применяется 100-бальная шкала. Соответственно, каждый участник диктанта получит 2 результата. Напомню, географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года. Холодное оружие, старинная посуда, медали. В его коллекции можно увидеть редкие экземпляры уникальных предметов. Абубакар Султыгов посвятил коллекционированию полвека. Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств региона состоялось открытие выставки коллекции нумизматики, археологии и фалеристики ювелира-коллекционера. С экспонатами ознакомилась Амина Бокова. Фалеристика, археология, антиквариат и нумизматика – эти 4 совершенно разных направления сегодня соединены в одной выставке. Абубакар Султыгов – ювелир и коллекционер с многолетним стажем. В очередной раз знакомит ценителей искусства с предметами своей коллекции. Советские рубли и копейки, современная и зарубежная валюта, а также старинные монеты времен Николая II, сабля, старинная посуда, элементы женских и мужских украшений, часы, медали, ордена, а также кольца кабанской и аланской культуры. Вся эта коллекция привела в восторг гостей и работников музея. Если взять аланскую культуру, мы здесь можем увидеть очень много женских и мужских изделий, именно 5-6 века. Также здесь выставлена разная утварь, и кувшины, и кунганы, и разные тазики, тоже это где-то 7-6 век. Очень интересная коллекция. Нумизматика. Огромное количество монет, и серебряные, и бронзовые. Есть на редкость очень редкие монеты, которые в единичном у него случае присутствуют в этой коллекции. На сегодняшний день у Абубакара Султыгова в коллекции насчитывается более 10 тысяч предметов различной тематики, в том числе военные ордена за оборону Малгобека, Сталинграда, малахитовые значки и огромное количество значков высших учебных заведений. Возле каждой витрины десятки людей. Кого-то привлекли внимание монеты. Самая дорогая из них, кстати, обошлась коллекционеру в 12 тысяч рублей. Ну а другие посетители остановили свой взор на спортивных медалях. Здесь охвачено все практически. Как история Ингушетии, так и Великая Отечественная война, ну и спорт.
Ну, что я могу сказать? Коллекция очень богатая. Своим увлечением Абубакар Султыгов обязан своему родственнику, который однажды подарил ему значок с изображением города Житомир. Он стал первым предметом в теперь уже богатой коллекции. О том, что хобби превратится в дело жизни, тогда он даже не думал. В конечном счете на поиск антиквариатов Абубакар уже потратил больше полувека. Я, в принципе, удивлен такому количеству выставленных экспонатов. Я не думал, что... думал, наверное, несколько секций эта выставка займет. И не думал, что такое количество людей сегодня будет на открытии этой выставки. На самом деле это целая эпоха. То, что он сегодня здесь показал, это целая эпоха. Это судьбы людей в этих наградах, в этих орденах. В этой эпохе они запечатлены в каждой награде. Это орден Победы, это орден Отваги за участие в обороне, например, Сталинграда и ряд других наград. В будущем Абубакар хочет открыть свой собственный музей, который периодически будет пополняться новыми экспонатами и коллекциями ценных предметов. Ну а сейчас ему поступают предложения от других республиканских музеев и не только выставить свои работы. Амина Бокова, Фатима Таршхоева, Новости 24. Сегодня в Баку стартует чемпионат мира по дзюдо. В первый день мировых соревнований на татами выйдут весовые категории до 48 и 60 килограмм. В чемпионате также принимают участие и ингушские дзюдоисты. Хасан Халмурзаев начнет свое выступление на 4-й день первенства 23 сентября. Хусейн Халмурзаев выйдет на татами на 5-й день турнира 24 сентября. Турнир смешанных команд состоится в последний день чемпионата 27 сентября. В нем будет участвовать Муса Могушков. Любители этого вида спорта могут следить за предварительными встречами в прямом эфире на сайте www.judo.ru. Ежедневно с 20 по 27 сентября с 10 до 14 часов местного времени, опережающих московское на 1 час. 1 золотая и 2 бронзовые медали пополнили копилку ингушской сборной по спортивной борьбе. Во всероссийских соревнованиях среди юношей до 18 лет, проходивших накануне в Брянске, от Ингушетии участвовали 3 воспитанников спортивного клуба «Кушт». Вольники провели по 4 схватки и вернулись на родину. С ними встретился наш корреспондент Михаил Тангиев. Бег, разминка, упражнения на выносливость и элементы гимнастики. Совсем недавно ребята из спортивного клуба «Кушт» вернулись с очередных соревнований и под руководством своего тренера продолжают ежедневные тренировки. Ильяс Барахоев на этом турнире стал победителем весовой категории до 60 килограмм. Еще будучи подростком, он твердо решил связать свою жизнь со спортом и отнюдь не случайно выбрал именно вольную борьбу. Я начал заниматься в 13 лет. У нас все родственники, в том числе и наш дядя, занимаются вольной борьбой. И я как бы по их стопам пошел. Мне понравилось тренироваться, и вот я начал тренироваться усиленнее. Перед соревнованиями спортсмен провел месяц на сборах, отрабатывая различные броски и борьбу в партере. И это принесло свои результаты. Демонстрируя отличную технику во время схваток и грамотно контролируя своих соперников, Ильясу удалось дойти до финала, где наш боец встретился с опытным спортсменом из Москвы. В финале у меня был очень крепкий соперник. Там говорили, что он является призером России. С начала своей схватки я начал делать то, что мне указывал мой тренер. Его наставление, которое он мне давал перед выходом на эту схватку. И все по Всевышнему у меня получилось. В одном зале с победителем тренируются 2 бронзовых призера этих соревнований – Ахмед Берсанов и Муса Мусаев. Оба спортсмена также хорошо выступили на турнире, одолев своих соперников в 3 схватках. Но в последней 4-й уступили победу. Впрочем, ребята не спешат расстраиваться и обещают заниматься еще усерднее, чтобы в следующий раз добиться высших наград. Мы приехали, я подогнал там 1 килограмм, и взвешивания были утром, взвесились, потом через 2 часа соревнования начались. Я провел 3 схватки, и за выход в финал я проиграл, потом за 3-й я выиграл. В Брянске турнир отходах для подготовки, арт-тренировки, зал элайлчан, арт-тренировки, бег, оф-поезд, подготовки. Тиг и схватки, раз схватки, корт, велос, цены ищешь. Всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет проходили в городе Брянск. Они были приурочены памяти заслуженного железнодорожника СССР Ивана Паристова, и в них участвовало свыше 200 участников со всей России. 2 месяца назад мы были в Хасавюрте,
Там потом проводил турнир тоже в Дагестане. Там отборолись ребята поэтапно. После там в Чечне один турнир выступил сейчас. И вот подвели типа то, что ошибки какие у нас есть, там дорабатывали. И вот, алхамдулиллах, сейчас в Брянске тоже хорошо выступили. Это, как считаю, важные были соревнования. Завоевав призовые места на турнире столь высокого уровня, спортсмены вовсе не намерены расслабляться. И уже через 3 дня они отправятся в Краснодарский край, где выступят на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе памяти Сергея Лопатина. Михаил Тангиев, Марбек Мержоев, Новости 24. С 23 по 28 сентября в специализированном зале бокса в Назране пройдут открытые региональные соревнования по боксу среди взрослых в памяти первого героя России генерал-майора авиации Сулумбека Асканова. Ингушетию на турнире представит 60 спортсменов. Участники, занявшие призовые места в каждой весовой категории, будут награждены дипломами и денежными призами. Церемония открытия соревнований состоится 23 сентября в 17:00. Напомню, что в августе текущего года в республике прошел чемпионат СКФО по боксу среди взрослых. В первенстве приняли участие порядка 100 боксеров со всех регионов округа. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и ВКонтакте. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.